Добрый вечер. Избирательная комиссия городского округа город Якутск сегодня проводит пресс-конференцию по итогам выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа город Якутск. Как известно, 1 февраля Якутская городская дума приняла решение о назначении досрочных выборов на территории городского округа город Якутск. Решение данное было опубликовано, и с 4 февраля стали поступать документы в избирательную комиссию городского округа от кандидатов на должность главы. Период выдвижения и сдачи документов на регистрацию закончился 28 февраля. В нашу комиссию поступили документы от 11 кандидатов на должность главы. Из них 10 были выдвинуты политическими партиями. В том числе из этих 10 7 было выдвинуто региональными и местными отделениями, которые зарегистрированы в Республике Саха-Якутия, и 3 политические партии, они не зарегистрированы на территории республики, но, конечно, у них было такое право для выдвижения кандидатов на должность главы. И один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. В результате и сегодня у нас состоялось заседание комиссии, на котором мы приняли решение о регистрации и об отказе в регистрации кандидатов. В целом картина складывается на сегодняшний момент следующим образом. Из 10 выдвинутых политическими партиями нами зарегистрировано 8 кандидатов, и сегодня 2 кандидатам было отказано. Это Амосов Александр Ильич, выдвинутый от партии «Добрых дел», и было отказано Комарову Ивану Юрьевичу, это выдвинуто от регионального отделения партии «Гражданская платформа». Кроме этого, также сегодня мы отказали в регистрации кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, Мерикянову Михаилу Михайловичу. Я думаю, что эта новость уже была в СМИ, в том смысле, что им было сдано недостаточное количество достоверных подписей избирателей. То есть решением вообще тот, кто выдвигается в порядке самовыдвижения, либо выдвигается от избирательного объединения, не являющегося политической партией, должен в свою поддержку представить в избирательную комиссию подписи избирателей. И в законе о муниципальных выборах есть такая норма, что представляется 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа. На 1 января 2021 года у нас зарегистрировано 196 436 избирателей, и решением нашей комиссии было определено, что минимально необходимое число для регистрации в качестве кандидата – это 983 подписи. Но так как Михаил Михайлович представил всего 513 подписей, то в соответствии с требованиями закона он не мог быть зарегистрирован. Остальные кандидаты у нас имеют уже статус зарегистрированных кандидатов. Очень часто в нашу комиссию обращаются по вопросу, почему некоторые кандидаты, находясь, просто выдвинув свою кандидатуру, уже начали свою агитационную кампанию. Здесь мы хотели бы сообщить следующее, что агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, а это значит выдвинуто в порядке самовыдвижения, либо от избирательного объединения, для него агитационный период начинается с момента сдачи документов в комиссию. То есть закон разделяет 2 статуса кандидата: просто кандидат и зарегистрированный кандидат. Так вот, если человек уже приобретает статус кандидата, то есть сдал документы, в принципе, он уже может начинать заниматься своей агитацией, например, в виде распространения буклетов, листовок, встреч с избирателями. Агитация в средствах массовой информации, то есть на печатных площадях, в эфирном времени, здесь закон дает другие временные рамки, и на данных выборах, так как они проходят по сокращенным срокам, такая агитация кандидатам становится возможной с 8 марта по 0 часов 25 марта. Почему именно 25? Потому что
нашей комиссии принято решение о проведении голосования в течение 3 дней подряд, то есть это с 26 по 28 число, то есть пятница, суббота, воскресенье, соответственно, уже четверг это будет день тишины, 25 число, поэтому по 0 часов, в принципе, СМИ, кандидаты могут размещать какие-то свои агитационные материалы. Ну, город Иркутск растет, от выборов к выборам у нас увеличивается количество избирателей. В настоящее время, вот я сказала, избирателей в городе Якутске 196 тысяч, и для сравнения хочу сказать, что в 2010 году было 153 тысячи избирателей, то есть такое огромное количество людей зарегистрировалось на территорию города. Я думаю, что все мы сами жители этого города и видим, какие огромные микрорайоны застройки у нас появляются. Большая, конечно, внутренняя миграция у нас в республике, большое количество людей приезжает в столицу с целью работать, учиться. Вот. И в 2010 году у нас было всего 93 участковых избирательных комиссий. В 2015 году избирателей в городе Якутске стало 172 тысячи, и избирательных комиссий было 112. Ну и на ближайших от этой даты в 2018 году на муниципальных выборах у нас было 114 избирательных комиссий, и вот сейчас у нас открылись 4 новых избирательных комиссий в местах, где большая застройка. Вот это квартал Прометей, это Автодорожная, это Гемеин, и в центре, на 203 микрорайоне, там уже достаточно большое число избирателей. Вообще, если число избирателей на избирательном участке превышает 3000 человек, уже это предельное число допустимое, которое может быть на одном избирательном участке, поэтому количество избирательных участков увеличиваем. И такая тенденция, она будет сохраняться в нашем городе постоянно. Вот. Мы тоже читаем и смотрим социальные сети, где высказываются различные мнения избирателей. И я хотела бы еще в завершении ответить на один, на мой взгляд, острый вопрос, который совершенно для нас неожиданно стал обсуждаться в социальных сетях. Это что касается резервных пунктов голосования. Хотела сказать, что резервный пункт голосования – это создается каждые выборы, то есть начиная, когда территориальная комиссия появилась на территории города в 2002 году, с этого времени каждые выборы всегда создаются такие резервные пункты голосования. Они создаются с целью, если вдруг на каком-то участке происходит что-то такого, скажем, форс-мажорного характера, то есть что это может быть? Это, например, пожар, отключили отопление, прорыв каких-то труб, и то есть создается такая ситуация, что участковая комиссия не может находиться в этом участке, тогда она, собрав свою всю избирательную документацию, перемещается как раз в резервный пункт голосования, и которые всегда у нас определены на разных частях города. Это решение принимает окружная администрация города Якутска, и там возможно проведение голосования. Но за все это время очень хорошо, что у нас не возникало таких форс-мажорных обстоятельств, и необходимо, реальное применение этих резервных пунктов голосования так и не было. Поэтому обсуждение о том, что эти пункты созданы специально для того, чтобы там дополнительно вбрасывались бюллетени или происходило какое-то дополнительное голосование, кроме мест, кроме участковых избирательных комиссий, оно, конечно, просто размышления людей, которые не близки к избирательному процессу. Вот. Официально такую статистику я вам изложила, готова ответить на ваши вопросы. Так, у нас сегодня еще на пресс-конференции присутствует секретарь нашей комиссии Иванова Светлана Емельяновна. Она тоже будет отвечать на вопросы, если они будут. Да, конечно. Вы, по-моему, не объяснили, два подавших документы от партии, по каким причинам? Да, спасибо. Я проскочила немножко. Так, значит, у нас 2 кандидата, выдвинутых
от политических партий это Амосов Александр Ильич, ему сегодня отказано, выдвинутый от партии дело. У него, к его документам есть несколько замечаний, но главное замечание заключается в том, что нарушен самой партией порядок выдвижения этого кандидата. Партия уведомила о проведении мероприятия избирательную комиссию, но при этом проводила за пределами города Якутска, в городе Москве, и туда мы делегировали посещение этого мероприятия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которая написала в адрес партии предупреждение о том, что в условиях ограничений, в условиях распространения коронавирусной инфекции такие мероприятия не могут проходить на квартире, потому что там место заседания этой партии, проведения конференции было определено, домашний адрес, такая просто квартира. Вот. Но это замечание было проигнорировано. Затем в самом уставе политической партии есть внутренние противоречия, когда один пункт противоречит другому, и по уставу партии выдвигать кандидатуры самого Амосова Александра Ильича выдвинул Политсовет. Однако в уставе партии Политсовет не наделен правом на выдвижение данной кандидатуры. Кроме этого, в законе о политических партиях выдвижением кандидатуры имеет право обладать только тот орган партии, который, право за которым закреплено в уставе партии. Вот. И это было нарушено. Кроме этого, наверное, многие знают о том, что голосование при проведении вопроса о выдвижении кандидата на должность, оно проходит тайным голосованием. Вот, в представленном нам протоколе прописано, что тайное голосование проводилось, но дифференцированного голосования, то есть там одновременно выдвигалось на должность различных глав в органы местного самоуправления, как на должность глав территорий, так и на должность депутатов, выдвигалось 8 человек, и из протокола неясно, каким образом голосовали по каждой кандидатуре. То есть там просто идет фраза, что голосование, там 3 человека за, 0 воздержалось, 0 против. За кого из этих 8 голосовали, выявить из данного протокола невозможно. Вот. Учитывая эти причины, закон, запрещает нам регистрировать кандидатов, у которых нарушен порядок выдвижения. Так, это по Амосову Александру Ильичу. Что касается Комарова Ивана Юрьевича, комиссия, рассмотрев документы, которые представлены кандидатом, выявила, на наш взгляд, 2 существенных недостатка в документах. Это первый заключается в том, что документ о регистрации политической партии заверен ненадлежащим образом, а именно региональным отделением, а документ, удостоверяющий о том, что данное региональное отделение уполномочено осуществлять заверение таких документов в составе документов у Ивана Юрьевича не было представлено. И заявление о выдвижении своей кандидатуры также отсутствовала информация о о квалификации кандидата и реквизиты документа об образовании. В законе есть такая норма, что если кандидат представил документы с нарушением при оформлении документов, форм документов, которые утверждены избирательной комиссией, это является основанием для отказа в регистрации. Все. А по Американову у него документы как раз были представлены все в порядке, надлежащим образом оформлены, но у него само количество подписей недостаточное. Вообще, если количество подписей, могу так еще что тут пояснить, когда количество подписей, подлежащих проверке, более 200
ну это как раз наш случай, город Иркутск, у нас их 900 с лишним, да, почти 1000, то проводится процедура случайной выборки, ну, отбираются подписи, то есть не сплошным вот образом проверяются все подписи, которые он представил, а как бы нужно было отобрать 207 подписей и из их числа уже проверить на достоверность и действительность этих подписей, но даже эту процедуру мы не смогли провести, потому что количество подписей изначально заявленных и было меньше необходимого. Угу. Еще какие вопросы? Да, надо сдать, потому что вас не слышно будет. Михаил, служба новостей ЕКТ. Я хотел бы уточнить, будут ли снимать видеокамеры, вести онлайн, но сам процесс голосования все 3 дня, и будет ли это в общественном открытом доступе? Спасибо. Угу. Так, хороший вопрос. Вообще мы сейчас руководствуемся временным положением о многодневном голосовании, которое действует на территории Российской Федерации до 30 мая, то есть, ну, не одних же у нас выборы проходят в это время, да, то есть и в других регионах тоже есть выборы, и в котором определены правила проведения голосования в течение нескольких дней подряд. И это временное положение, оно обязывает избирательные комиссии осуществить видеозапись процедуры перекладки бюллетеней или перемещения бюллетеней из стационарных и переносных ящиков, которые будут использоваться в пятницу и в субботу, в нашем случае, вот, в сейф-пакеты. Дальше эти сейф-пакеты будут перемещены в сейфы, и сейфы будут находиться под круглосуточным, как бы, ну, записью, да, скажем так, под круглосуточной. Кроме этого, в это время на территории всех избирательных участков будет осуществляться охрана избирательной документации силами Министерства внутренних дел, и будут составляться акты перемещения бюллетеней в сейф-пакеты. Те лица, которые по закону имеют право находиться в помещении для голосования, а это, например, кандидаты, члены комиссии с правом совещательного голоса, их наблюдатели, они вправе получить отрывной талон этого акта, в котором будет зафиксировано, какое количество бюллетеней перемещено в этот сейф-пакет. Вот. И уже в день голосования, после 20 часов, эти сейф-пакеты будут вскрываться, и ну, там будет осуществлена процедура пересчета, ну и, соответственно, то, что указано в акте, оно должно соответствовать количеству бюллетеней, находящимся в сейф-пакете. Что касается онлайн-трансляции, да, я думаю, что если такая техническая и финансовая возможность будет, то это возможно. Но сейчас я даже не готова на этот вопрос ответить, потому что мы в настоящее время занимаемся как бы возможностью видеозаписи. Вот это то, что мы обязаны 100% обеспечить. А трансляция, она по возможности предусмотрена в этом временном положении. Но если такая возможность появится, то да, это будет. Но я знаю, что я думаю, что все понимают, что финансирование, это будет связано с деньгами, онлайн-трансляция, да, вот, и финансирование избирательной кампании проходит из соответствующего бюджета. В данном случае это муниципальные выборы, и финансирование проходит из бюджета муниципального образования, городской округ, город Иркутск. Если такие средства будут выделены, то и трансляция будет обеспечена. Угу. Уточните еще раз, вы сказали, если финансирование будет выделено, правильно? Да. А сколько сейчас уже потрачено на выборы? И во сколько обойдется обеспечение трансляции для всех граждан? Про трансляцию я точно не могу сказать. Это надо специально как бы вопрос это изучить. А вообще на организацию выбора в смете и в выделенных средствах это составляет 36 миллионов рублей. Выделено на проведение организации выборов. Настоящие, так как все суммы, которые мы тратим, они исчисляются в миллионах рублей, да, поэтому проведены закупки по 44-му закону, у нас проведены аукционы на изготовление бюллетеней, у нас проведены аукционы на оснащение
деятельности участковых избирательных комиссий, это в части обеспечения их канцтоварами, обеспечения наглядной агитации, ну вот вывески, стенды участковых избирательных комиссий, информация о кандидатах, стрелки, ну то, что вот мы обязательно необходимо сделать, форма заполнения избирательного бюллетеня. Далее, в настоящее время закупаются средства индивидуальной защиты, которые необходимы быть в наличии для обеспечения здоровья как самих избирателей, так и членов избирательной комиссии. Вот на как раз это будет расходовано 4 миллиона рублей. Ну, а остальные деньги идут на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Давайте еще раз уточним. 36 миллионов выделено городом на проведение выборов. Насколько я знаю, эта сумма уже была достаточно неподъемной, взяли ее из резервного фонда городского бюджета. И, соответственно, ну, сомнительно, что сейчас город выделит дополнительные средства на обеспечение трансляции камер. Ну, есть, я за город ответить не могу. Я вас хочу проинформировать, когда идут плановые выборы, очередные, да, которые раз в 5 лет состоятся, конечно, деньги на проведение данных выборов, они заложены в бюджет и берутся там из бюджета. Когда проходят досрочные выборы, они всегда финансируются из резервного фонда. Всегда. У нас эти не первые досрочные выборы, как вы понимаете. Вот в истории города были случаи досрочного сложения полномочий. Вот. Что касается, надо сначала обсчитать сумму, ну и потом заявить о ней и уже видеть, сможет город выделить на эти средства деньги или нет. Я не могу сейчас, конечно, тоже ответить. Ну, а сумму подсчитываете вы, да, ТИК? Ну да, мы заявляем о своих расходах, мы подаем смету, она подвергается проверке со стороны Департамента финансов и экономики, ну, в части формирования цен, которые мы ставим. Вот, ну, в чем-то нам согласовывают эти цены, в чем-то нет. Вот, ну, и в итоге таких, так сказать, совместной работы складывается вот эта сумма. Спасибо. Ну, большие деньги там еще заложены. Ну, много же статей расхода в этой смете. Это не только оплата труда, это и транспортные расходы, это и связь. Ну, в общем, все, что законом определено по содержанию сметы, оно в эту смету и включено. Здравствуйте, Юлия Бочкарева, Тартас. Можете, пожалуйста, сказать, сколько тогда будет всего открыто избирательных участков и сколько будет резервных пунктов для голосования? Спасибо. Ну, резервных пунктов, как правило, открывается около 10. Ну, не открывается, в смысле, они ну, именно открываются, и в случае чего там эти здания, помещения открыты, люди дежурят, туда можно будет зайти, если участковой комиссии, там осуществить как бы голосование при необходимости. В настоящее время у нас 118 участковых избирательных комиссий, и они откроют свои двери для избирателей 20 марта 2021 года. Туда можно, в это время они будут разносить пригласительные с целью информирования избирателей о месте и времени голосования. Избиратели могут уже подавать заявки на голосование вне помещения. Вот я не сказала о том, что в эти 3 дня голосование будет проходить не только на участках, но и вне помещения. То есть можно будет избирателям вызывать на дом избирательные комиссии для того, чтобы их обслужить на дому. И кроме этого планируется открытие, ну, возможно, сейчас мы на стадии переговоров, открытие еще нескольких участков, это в социальных домах, если как бы ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сохранятся, да, тогда и социальные дома, где находятся граждане престарелого возраста и инвалиды, и в них невозможно будет попасть участковой избирательной комиссии, ну, по той схеме, которая была раньше, как вне помещения мы их обслуживали, когда не было у нас коронавирусной инфекции. Тогда там будут созданы свои комиссии, и они как бы обеспечат голосование тех лиц, которые там находятся, ну, постоянно проживают. Кроме этого, у нас была создана одна комиссия избирательная из врачей, которая обеспечивала голосование лиц, которые находятся в ковидных стационарах. Те граждане, которые находились в обсерваторах или не были, ну, или находились на самоизоляции, то к ним ходили члены избирательных комиссий. Ну,
участковых сами. То есть там уже не требовалось, чтобы это врачи проводили голосование в специальной там защите и так далее. То есть их посещали именно члены участковых избирательных комиссий. У нас летом было достаточно много таких заявок. Я имею в виду от лиц инфицированных, там порядка, наверное, где-то 500 точно мы обслужили таких больных. Угу. Вы упомянули 196 тысяч избирателей. Я хотел уточнить, это избиратели только имеющие городскую прописку или также иногородние студенты, но также жители Республики Саха-Якутия? Да, хороший вопрос. И, как правило, он всегда возникает на муниципальных выборах. Кто же вправе голосовать, да, на муниципальных выборах? Это называется активное избирательное право. Им наделены граждане Российской Федерации. В данном случае я имею в виду к привязке к нашим выборам, которые будут 28 марта, постоянно зарегистрированные на территории города Якутска. То есть только горожане, лица, имеющие временную регистрацию, это называется по месту временного пребывания зарегистрированы, они голосовать на муниципальных выборах не вправе. Что касается студентов, у студентов есть отдельная норма в законе нашем муниципальном, это по-разному в разных субъектах Российской Федерации, у кого-то такие нормы есть, у кого-то нет, но в нашем субъекте такая норма есть, о том, что студенты, вернее, там не студенты, так написано, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные в общежитиях по месту временного пребывания вправе быть включены в список избирателей. О чем это говорит? Это говорит о том, что если студент очной, это может быть не только студент, это может быть аспирант, магистрант, если он зарегистрирован в общежитии временно, у него право голосовать на наших выборах есть. Пока у нас мы написали письма в учебное заведение с целью уточнить, какое количество вообще планируется студентов на голосование и сведения о них, они там, необходимую информацию должны подать об этих студентах. Но пока эти учебные заведения закрыты, если они откроются после 15 марта, тогда мы будем точно знать, какое количество студентов примет участие в голосовании на главу города. А так вообще у нас в городе Якутске, если брать среднеспециальные учебные заведения и высшие, то порядка 4000 студентов. Сейчас мы все с вами знаем, что они на дистанционном обучении, скорее всего, находятся в районах республики у себя по месту жительства и, наверное, не приедут сюда. Если те, кто сейчас живет в общежитии, они, конечно, будут голосовать, и возможность им такая будет предоставлена. Иногородний, да, в данном случае неважно, житель он республики или Магадана, если он студент или обучающийся, точнее, и зарегистрирован в нашем общежитии, какого-то училища, да, в Якутске, какого-то техникума или высшего учебного заведения, он будет голосовать за муниципальную власть. Такое право есть у наших студентов. Но я думаю, что законодатель исходил из того, что все-таки студенты определенное время проживают в городе Якутске, да, до 4-5 лет учатся, и они имеют право иметь представителей и в представительном органе, то есть имеют право голосовать за депутатов, имеют право голосовать за главу. Еще какие-то вопросы есть? Не слышно. Когда будут размещены сведения, точнее, декларации вновь зарегистрированных кандидатов, которые зарегистрированы сегодня? Да, поняла. Так, у нас до сегодняшнего дня уже было 5 человек зарегистрировано в качестве кандидатов. Сведения о них размещены уже в газете «Эхо столицы» и есть у нас на сайте. А тех, кого мы сегодня зарегистрировали, 3 человек, уже сегодня, я думаю, к вечеру на нашем сайте точно появится, и в ближайшем номере «Эхо столицы». Можно будет посмотреть, потому что сведения об имуществе, доходах и средствах на счетах, они публикуются только о зарегистрированных кандидатах. Те, кто не зарегистрирован, про них не публикуется информация. Но кроме этого у нас еще сейчас
кандидаты вступают, скажем так, в активную фазу борьбы за свои кандидатуры. У них сейчас будет очень много размещаться агитационных материалов, идет движение по их счетам избирательным, и наша избирательная комиссия тоже будет в соответствии с законом опубликовывать сведения о поступлениях в эти фонды, ну, куда и о расходах. Тоже можно будет посмотреть. Так, вопросов больше нету? Ну, тогда спасибо большое. До свидания.